Пашинян — это тот человек, который вообще меньше всех должен говорить про суверенитет Армении, потому что он ослабил суверенитет Армении больше, чем кто-либо. И он ведет почти что борьбу за зависимость Армении от Турции. Теперь, маркировка любых отношений с Россией как проблемы для суверенитета — это просто пропагандистская уловка для службы этой цели. Это раз. Что касается борьбы с коррупцией, то, очевидно, высылка такого спецназа и силовые действия во втором городе, это все никакого отношения к коррупции не имеет и не может иметь. Никогда борьба с коррупцией так не производится. То есть это политическая операция серьезная, которая призвана подавить оппозиционного мэра. Напомню, что полгода назад представители правящей партии проиграли на выборах в Гюмри, но, как мы видим, они не смирились и сейчас пытаются перехватить власть силой. Собственно говоря, и содержание этого процесса. А что касается взятки, то я не думаю, что уже власти успели все расследовать, все узнать и так далее, чтобы такой спецназ отправить. Это к взятке вообще никакого отношения не имеет. Правительство Пашиняна именно что пытается сегментировать протест, не допустив, чтобы он стал общенациональным. Поэтому всегда в качестве цели выбираются отдельные политические деятели, отдельные церковные деятели. Пашинян всегда говорит, что у него проблема с каким-то отдельным политиком или отдельным священником, или отдельным журналистом, или кем-то еще. То есть так он пытается представить свою политику как каждый отдельный случайный случай. И как минимум отчасти это работает. Поэтому, не думаю, тут, конечно, все еще зависит от организационных способностей оппозиции, которые до сих пор ни разу не выглядели впечатляюще. Поэтому не думаю, что эти все действия власти приведут к такому противодействию со стороны народа, чтобы это стало проблемой для сохранения власти. Вартан Гукасян не единственный, кто оспаривал суверенитет Армении. До Вартана Гукасяна данную мысль высказывали разные политические деятели, включая Роберта Кочаряна, и никаких политических преследований по этому поводу, насколько я знаю, не было. Однозначно, вне всяких сомнений, это есть своего рода политический инструмент, потому что очень многие громкие дела, связанные с коррупцией, в которых напрямую задействованы члены партии Никола Пашиняна, они абсолютно и тотально игнорируются, но параллельно все вопросы, касающиеся оппонентов, политических оппонентов, они очень быстро и развернуто. И самое главное, форма, которой они проводятся, это, как у нас в Армении называют, маски-шоу, где люди приходят с масками, где нет такой необходимости. Огромное количество полиции, представители национальной безопасности в масках, с шумом, пафосом таким и забирают оппонентов. То есть, когда ты не наказываешь своих сопартийцев или людей, которые преданы тебе, при том, что речь идет об очень больших суммах денег из государственного бюджета, но параллельно при этом находишь причины арестовывать своих оппонентов, это не вопрос в правовом поле, это чисто политический инструмент. Массовый протест, который приведет к смене власти, может быть и не случится, но столкновение между сторонниками Пашиняна и оппозицией разных других сил, я предполагаю, что именно к этому и стремится Никол Пашинян. То, что устроили такое маски-шоу при аресте или при задержании мэра города, это уже говорит о том, что власть пытается нагнетать страх для того, чтобы все знали, какая она, так сказать, сильная в кавычках. Во-первых, надо было сначала послать соответствующее уведомление, чтобы человек явился в соответствующие органы. Этого не было сделано, а устроили этот маски-шоу. Второе, была нарушена презумпция невиновности. Еще никто ничего не мог утверждать, а уже эти представители власти начали охаивать его в том, что он просил и получил взятку, и он взяточник и так далее. В соответствии какого-то непонятного звукозаписи, откуда оно появилось, как оно появилось, никто не знает. И вообще, по какому праву вообще ведется тайная запись переговоров людей, обычных граждан между собой. Это следующее. Второе, почему этим занимается национальная безопасность? Это, в принципе, только лишь дело, если это уголовное, то это МВД и прокуратура и соответствующие следственные органы. В принципе, такое количество полицейских и сил специального назначения посылать во второй город страны, это огромные затраты. Кто отвечает за эти затраты? Почему вообще надо было таким образом идти на
штурм мэрии города. Это тоже вопрос. И таких вопросов у меня накопилось много. Разве нельзя было оставить его на свободе, тем более, что еще не доказан факт, допустим, этой же взятки. И во-вторых, в конце концов, есть другие форумы оказания, есть же возможность оставить его на домашнем аресте, там, я не знаю, оставить вообще на свободе в счет залога, разумного залога. Можно было оставить его, естественно, действовать дальше, потому как здесь уже совершенно очевидно, что власть мстит, значит, человеку, который победил во втором городе, то есть всем тем оппозиционным силам, которые сумели объединиться и выбрать оппозиционного мэра города. Так что это не первый случай, то же самое было в Анадзоре и в других городах. И перед выборами в Ичмиадине это тоже, значит, видимо, для того, чтобы показать народу, голосующим, избирателям, что вот учтите, мы вот будем поступать с каждым, кто пойдет против нас. Это, я считаю, что здесь уже присутствует определенный, так сказать, заговор против нашей страны, в котором наверняка участвуют и внешние силы. Так что здесь ситуация намного более серьезная и намного более опасная, нежели нам это может показаться. Это не случайные аресты, это повальная, так сказать, идет репрессивный аппарат работает, который, причем пытаются все объяснить и оправдать действия что они правомерные, так сказать, с точки зрения закона. Они абсолютно неправомерны. Звенья одной цепи — это совершенно очевидно, потому как если против армянской апостольской церкви идет вот такое повальные репрессивные действия, в том числе и против католикосов всех армян, то это очевидно, что речь идет о том, как устранить с их пути все те силы, которые могли бы противостоять и на будущих выборах иметь серьезное влияние на голоса избирателей. То есть здесь уже очевидно, что или выборы будут в условиях тотального такого страха нагнетаемого, или выборы вообще не будет. Потому как нижайший рейтинг властвующей силы уже очевиден, и они это прекрасно знают. И вполне возможно, что они провоцируют внутренние беспорядки для того, чтобы принять другие меры, так сказать, устрашения. Так что здесь сейчас гадать не будем, но ситуация достаточно серьезная для всего армянского общества.